Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И начнем с актуального курса валют. По информации Центробанка, доллар сегодня стоит 75 рублей и 70 копеек. Евро 88 рублей и 88 копеек. Покупает американскую валюту сегодня по наилучшей цене Россельхозбанк за 75 рублей и 56 копеек, а продает Солидбанк за 76 рублей и 6 копеек. Курс покупки евро сегодня самый выгодный у Россельхозбанка – 88 рублей и 75 копеек, а продает по лучшей цене европейскую валюту Солидбанк за 89 рублей и 26 копеек. Обзор экономических новостей подготовила моя коллега Нургуяна Иванова. Я передаю ей слово. Ожидаемая продолжительность жизни в Якутии в 2020 году составила 71 год, что выше значения инновационного сценария на 6,3%. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2020 год оценочно составит более 493 тысяч человек. По уровню зарегистрированной безработицы достигнут инерционный сценарий в 1,7%. В 2020 году на рост показателя повлияли кризисные явления, пандемия, а также усиленные антикризисные меры поддержки безработных граждан. Это увеличение размера пособия по безработице и упрощение процедуры регистрации в качестве безработного. Численность населения Якутии на 1 января 2021 года составила 977 тысяч человек. Она возросла за счет естественного и миграционного приростов. В сравнении с 2005 годом среднегодовая численность населения в 2020 году увеличилась на 2,4%. Наблюдается естественный прирост населения за счет превышения рождаемости над смертностью. Объем экспорта продукции и услуг якутских компаний намерены увеличить до 70% к 2030 году. Спектр продукции якутских предпринимателей и рынки сбыта будут расширены, об этом заявил вице-премьер региона Сергей Местников. По его словам, одной из важнейших задач стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года является переход от сырьевой экономики к несырьевой. Это направление обеспечит стабильное развитие Якутии, поэтому власти региона ведут системную работу по поддержке предпринимателей несырьевого сектора. В Якутии появился первый самозанятый резидент дистанционного бизнес-инкубатора. Всего в республике на данный момент насчитывается 64 дистанционных резидента, из них 42 находятся в Якутске и Нерюнгри. Остальные – резиденты муниципальных бизнес-инкубаторов. Дистанционным резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий предприниматель. Конкурс для поиска новых резидентов проводится с 2015 года. Условия для таких резидентов предоставляются те же, как и у обычных, кроме предоставления помещения в здании бизнес-инкубатора. Так закрепляется персональный менеджер по сопровождению проекта, обеспечиваются бесплатные консультации юриста, маркетолога и образовательные мероприятия. Дистанционные резиденты могут пользоваться услугами переговорной комнаты, коворкинга в здании бизнес-инкубаторов. Также предлагается продвижение проектов на информационных площадках и соцсетях на бесплатной основе. Новую газофракционную установку планируют ввести в эксплуатацию на Якутском газоперерабатывающем заводе в 2021 году. Объект позволит производить дополнительную осушку магистрального газа и увеличить выработки сжиженного углеводородного газа до 16 тысяч тонн в год. Об этом на заседании о вопросах газификации Якутии с главой региона Айсеном Николаевым сообщил гендиректор Сахатранснефтегаз Алексей Колодезников. Он также добавил, что в строй ведут новую головную газораспределительную станцию Якутска производительностью 240 тысяч кубометров в час взамен устаревшей. Продолжение темы: на магистральном газопроводе Кысыл-Сыр Мастах-Берге-Якутск в этом году произведут замену и реконструкцию участков общей протяженностью 15 километров. Кроме того, предусмотрена замена и реконструкция газораспределительных сетей. Также в 2021 году введут в эксплуатацию 40 километров второй резервной нитки магистрального газопровода Кысыл-Сыр-Вилюйск-Верхневилюйск. Для обеспечения безопасной эксплуатации подводного перехода магистрального газопровода через реку Лену проводят берегоукрепительные мероприятия.
Вдобавок произведут реконструкцию и ремонт 16 газораспределительных станций и 13 газорегуляторных пунктов. Алмаз-Эргиенбанк попал в список российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ФОД 3.0. Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие ранее кредиты по программе ФОД 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников. Кроме того, они должны функционировать в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относятся в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес. Компания «Селигдар» направит более 28 миллионов 300 тысяч рублей собственных средств на восстановление лесов в Нерюнгринском районе. В контракт, заключенный с профильной компанией «Растимлес», входит весь комплекс мероприятий, связанных с лесовосстановлением в течение 2021 года. Подрядчик берет на себя проведение проектно-изыскательских, инженерно-технических работ, подготовку лесных участков к посадке, покупку посадочного материала, аренду техники и оплату горюче-смазочных материалов и дальнейшую высадку саженцев в открытый грунт. Отметим, что посадки будут произведены на территории Хатыминского участкового лесничества на общей площади почти в 102 гектара. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нюргуяна Иванова. Продолжаем выпуск. Столичные автошколы готовятся к приему практической части экзаменов по вождению по новым правилам, которые вступают в силу с завтрашнего дня. Какие нововведения ожидают курсантов автошкол Якутска в практической части экзамена, нам расскажет Дмитрий Тымыров. Дмитрий, приветствую, я передаю тебе слово. Сергей, как вы видите, сейчас мы находимся внутри салона автомобиля, где непосредственно инструктор и курсант обучаются практической части сдачи прав на вождение транспортным средством. Но прежде чем рассказывать, какие нововведения будут вступать с завтрашнего дня, я хочу вам рассказать, что была проделана большая работа вместе с автошколами города Якутска и республиканской ГИБДД. Так, школы города Якутска, автошколы, они предложили свои улицы, по которым можно будет ездить во время сдачи практической части вождения. Вот это список улиц, по которым, возможно, с завтрашнего дня будут кататься уже инструктора вместе со своими курсантами. Ну и хочется отметить, что с завтрашнего дня полностью меняются, конечно же, документы сдачи и вообще контроля сдачи практической части вождения. Если он раньше выглядел вертикально, то сейчас он уже выглядит в формате, горизонтально, в формате А4. И тут мы видим каждый пункт, который во время практической части должен выполнять курсант, который собирается получить права по вождению. Соответственно, здесь результат и отметка экзаменатора. Ну а более подробно, какие же нововведения вступают с завтрашнего дня, сейчас нам расскажет во время сдачи, во время практической части, которую мы сейчас проходим вместе с инструктором и курсантом. Наш курсант, инструктор, это Дмитрий, который непосредственно сейчас ведет практическую часть для курсанта. Еще раз здравствуйте, Дмитрий. Расскажите вообще, какие нововведения вступают с завтрашнего дня и как будет сдаваться отныне практическая часть вождения. Здравствуйте. С завтрашнего дня уже вступают новые нововведения. И это не очередная первоапрельская шутка, это действительно правда. И если раньше мы сдавали по маршрутам, и практическая часть состояла из двух частей, то сейчас, получается, у нас практическая часть это уже одно единое. И она включает... Сейчас, подождите-ка, поехали. Оно включает и площадку вместе, и город. И раньше, если были маршруты, то этих маршрутов сейчас нету. Сейчас вот нам предоставили улицы, по которым будем мы ездить и показывать свои навыки вождения. И каждая автошкола имеет свои улицы. Допустим,
К нам относится, район, можно сказать, Красильников, Автодорожный, южная часть города Якутска, можно сказать, да. А смотрите, по времени, если раньше курсанту давалось 30 минут на сдачу экзамена, то в этот раз время как-то меняется или нет? Сейчас время не меняется. Все равно курсант должен за это время уложиться, сдать экзамен. Ну, а я хочу напомнить, что раньше и сейчас, время не меняется. Для категории Б 30 минут остается прежним. Для других видов водительского документа они остались тоже на уровне 50-55 минут. Ну, а более подробно, какие же нововведения вступили и как они будут работать, мы будем рассказывать в вечерних выпусках новостей. Сергей, тебе слово. Дима, спасибо. Это был Дмитрий Тымыров с информацией об изменениях в практической части экзаменов по вождению, которые вступают в силу завтра. В период межсезонья наиболее уязвимыми для простудных заболеваний становятся дети. В отделение воздушно-капельных инфекций детской инфекционной клинической больницы маленькие пациенты поступают круглосуточно. Как проходят будни врачей отделения и в каком режиме идет работа стационара, узнавала Катерина Винокурова. ОРВИ, пневмония, коклюш. Здесь, в детской инфекционной больнице, врачи ежедневно оказывают помощь самым маленьким пациентам. Отделение воздушно-капельных инфекций расположилось на 3-м этаже в 2 отделения. Поступают дети круглосуточно. Есть, конечно, показания для госпитализации. Да, это не все дети, которые заболели ОРЗ. Есть определенные, показания. При поступлении все дети и ухаживающие сдают анализы ПЦР на коронавирус. При отрицательном анализе, они из изоляторных палат переводятся в отделение воздушно-капельных инфекций номер 2. Также при поступлении сдаются анализы на респираторные вирусы из носоглотки, да, из всех идентифицированных вирусов. В настоящее время на 1-м месте преобладает это парагрипп, на 2-м месте это у нас аденовирусная инфекция и РС-инфекция. Ординаторы, педиатры, врачи-инфекционисты берут на себя самые тяжелые случаи. Сюда транспортируются дети из самых отдаленных районов республики. В нашей работе очень важны такие человеческие качества, как доброта, внимательность, чуткость и забота. Все это обеспечивается, конечно, работой наших медсестер и санитарочек, потому что важный момент – это работа с ухаживающими. Так, мы поступили в пятницу с острым бронхитом. Вот у нас температура не спадала целую неделю. Вот врачи здесь очень хорошие, медсестры, санитарки. А так кормят очень хорошо. Приветливые такие, внимательные. Мы очень благодарны. Спасибо им большое. В связи с карантинными мероприятиями нынешнее здание было перепрофилировано в ковидное отделение. Сегодня детская инфекционная клиническая больница вернулась в родные стены. Маленькие пациенты поступают сюда круглосуточно. Родители, они если наблюдаются в поликлинике, ребенок не идет на улучшение, да, не чувствуется эффективности от лечения, да, есть какие-то признаки дыхательной недостаточности, высокая интоксикация, да, фибрильные судороги, да, на фоне заболевания ОРЗ, конечно, они госпитализируются к нам или по направлению участковых докторов, или по скорой медицинской помощи. Сегодня отделение настроено на дальнейшее совершенствование своей работы и доступности специализированной медицинской помощи детям республики. Напоминаем, что прием заявлений на зачисление в 1 класс школы города Якутска начинается завтра. Запись производится самостоятельно через портал образовательных услуг Республики Саха edu.iyakutia.ru. Если у родителей нет возможности подать заявление через сайт, они могут подойти в школу с перечнем документов для приема. Заявления принимают до 30 июня от граждан, живущих на закрепленной за школой территории. А с 6 июня по 5 сентября проводится прием заявлений от непроживающих на закрепленной территории при наличии свободных мест.
Согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября, запись в первые классы в школах начнется с 1 апреля и закончится 30 июня. И в этот промежуток времени заявление подают родители, то по месту регистрации. И первоочередной категория – это когда взрослые, братья и сестры учатся в той же школе. И это же относится к детям военнослужащих и работников полиции. Как найти родственника без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны? Как узнать, где захоронен солдат-фронтовик? Якутским школьникам в рамках профориентационного тура в Москве рассказали о поисковой деятельности. Лекцию эксперта-поисковика также посетила и моя коллега Айсана Бурнашова. Тема Великой Отечественной войны красной нитью проходит через каждого из нас. Всего из республики на фронт были призваны более 62 тысяч якутян. Сотнями солдаты погибали в бою, тысячами пропадали без вести. Многие семьи до сих пор находятся в поиске своих героев. При этом найти красноармейца сегодня – задача вполне реализуемая, отмечает поисковик Владимир Сантуев. Он занимается масштабной поисковой работой более 10 лет. Восстанавливает места захоронений воинов-якутян в Тверской, Псковской, Московской и многих других областях. Если мы возьмем по Филькино, то сегодня там уже на мемориале 1000 с лишним человек. А в 2005 году было 600. То есть за эти 10 лет, благодаря материалам книги памяти и интернету, удалось отойти 524 фамилии. Сегодня школьники узнали, с чего необходимо начать поисковую деятельность, как правильно работать с архивными документами и почему важно опираться сразу на несколько источников. Главное открытие – найти пропавшего солдата можно и в интернете. Сайты «Подвиг народа» и «Память народа», обобщенный банк данных, мемориал находятся в свободном доступе. Надеюсь, что это им поможет как в расширении своего кругозора, так и в том, чтобы они еще больше углублялись в тему войны, еще больше уважали и ценили историю своих земляков, которые участвовали в такой вот Великой Отечественной войне. Лекция уже нашла отклик у якутских школьников. Так, Айталина Скрябина решительно настроена найти своего пропавшего родственника Ивана Васильевича Савина. Он был призван на фронт в 41-м, до войны работал в книжном издательстве Якутска. По последним данным, Иван Васильевич участвовал в битве за освобождение Харькова. Потом он бесследно пропал. И брат этого отца, то есть родной дядя моей бабушки, он пропал. И вот она сейчас занимается его поиском. Я сообщу об этом бабушке, и мы вместе что-нибудь придумаем. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва. При помощи мобильного приложения ОХА-ОСА можно улучшить настроение. В этом твердо уверен его разработчик Егор Захаров. В новом приложении есть предсказания и советы по знакам зодиака. Можно узнать, какие цвета и предметы принесут удачу и везение. Также можно развивать свой интеллект. В гороскоп приложении сам автор выкладывает тест-вопросы на различные темы. По словам Егора Захарова, идея создания мобильного приложения появилась еще в годы студенчества. Его однокурсники интересовались японской культурой и смотрели мультик с главным героем по имени ОХА-ОСА, который каждый день следил за гороскопом. Отсюда и появилось название бесплатного мобильного приложения. Гороскопы, они могут помочь человеку тогда, когда, как я считаю, когда, например, у него плохое настроение, чтобы посмотреть, зайти в приложение и увидеть, что у него сегодняшний день будет идти хорошо. Отличие – это то, что в этом приложении можно пройти викторины, а второе – это то, что кроме предсказаний в приложении есть цвет удачи и предмет удачи. Это те талисманы, которые приносят тебе удачу в этот день. В Нерюнгри сегодня стартовал муниципальный отборочный этап 6-го республиканского конкурса «Моя профессия IT». Мероприятие проходит на базе технопарка «Якутия». Сейчас там находится наша коллега Екатерина Павлова. Екатерина, добрый день. Сколько человек принимает участие в конкурсе и задания какого формата их ожидают?
Приветствую, Сергей. Помочь молодежи, привлечь молодежь в сферу инновационных технологий, помочь с выбором будущей профессии. Это основные цели конкурса «Моя профессия IT». Он проводится уже 6-й раз, и с каждым годом количество его участников увеличивается. Хочется отметить, что в прошлом году пандемия не смогла помешать проведению этого конкурса. Он прошел в формате онлайн. Это в очередной раз доказало значимость и важность технологий IT как в повседневной жизни, так и в образовании. Сегодня в Нерюнгри муниципальный отборочный этап марафона разработчиков «Моя профессия IT» в формате IT-хакатон. Рядом с нами сейчас находится директор технопарка Матвей Громак. Матвей, скажи, пожалуйста, сколько участников сегодня, кто они, откуда? На сегодняшний день у нас зарегистрировано 14 команд, по 3 человека в каждой команде. Участники делятся на 2 подгруппы. Подгруппа А – это школьники общеобразовательных учреждений, их у нас 11 команд. И 3 команды из Южно-Якутского технологического колледжа и филиала Северо-Восточного федерального университета. Скажи, пожалуйста, какие задания им предстоят, сколько дней будет проходить? Сегодня проходит 2-й день. Вчера у нас начался наш конкурс. Прошли образовательные семинары для наших участников. Спикеры и эксперты с Якутска выступили, рассказали о основных трендах в сфере IT. На сегодняшний момент у нас, как я уже сказал, 14 команд работают по направлениям. Так как у нас Нерюнгрийский район – это промышленный район, то кейсы для наших команд мы выбрали цифровизация в промышленности. 3 основных направления – это автоматизация промышленных процессов, это профориентация и подготовка кадров в промышленность, и экологическая безопасность и мониторинг экологической среды в Нерюнгрийском районе. Спасибо, Матвей. По итогам муниципального отбора будут победителям выданы финальные путевки, финал пройдет в мае в Якутске. Катя, Сергей? спасибо. Наш корреспондент в Нерюнгри Екатерина Павлова рассказала о старте муниципального отборочного этапа 6-го республиканского конкурса «Моя профессия IT». А тем временем в Якутском колледже связи и энергетики сегодня проходит 2-й день курсов повышения квалификации для работников технического центра телевидения и радиовещания республики. Преподаватели колледжа на современном оборудовании обучат 35 специалистов из разных районов региона сварке оптических волокон, монтажу муфт и другим навыкам. По окончании курса 42 специалиста получат удостоверение государственного образца и прокачают свои навыки. Все это получилось благодаря поддержке Министерства образования и науки, потому что мы участвовали в гранте. Вот сегодня вы видели оборудование по сварочным аппаратам, аппараты, которые не имеют аналогов в республике. Мы планируем, что наши выпускники, имея такое оборудование, будут сотрудничать с предприятиями связи. В планах вообще создание малого инновационного предприятия, которое бы силами студентов, специалистов наших работали в подрядных организациях по протяжке оптоволоконных сетей. Космический корабль Starship компании SpaceX вновь взорвался. Таким образом, новые испытания компании Илона Маска закончились взрывом, впрочем, как и предыдущие, рассказывает Никита Конев. Очередные испытания ракеты Starship компании SpaceX вновь закончились взрывом. Аппарат успешно поднялся на высоту 10 километров над полигоном Бока-Чика в Техасе. Однако опуститься на поверхность ему не удалось. По словам Илона Маска, что-то произошло прямо перед запуском двигателей для приземления. Впрочем, миллиардер оптимистично отметил в своем твиттере, по крайней мере, кратер оказался на правильном месте. Испытания 2 предыдущих прототипов точно так же завершились взрывом. Один из них даже смог приземлиться, но его в итоге постигла та же участь. Однако специалисты SpaceX оптимистично настроены, и все тесты признали успешными. Starship — это полностью многоразовая ракета-носитель нового поколения. Маск намерен сделать космические путешествия максимально доступными и готовится колонизировать Марс. Римляне рады возвращению регулировщицы на площадь Венеции. Нечасто сотрудники полиции вызывают подобные эмоции у граждан. Для многих появление человека в форме и белых перчатках стало признаком возвращения к нормальной жизни, как и оживление дорожного движения. Подробности далее. Кристина Карбуччи несет службу на площади Венеции в Риме.
Пост регулировщика появился здесь еще в 20-х годах прошлого века. Чуть больше года назад подиум опустел, рядом шли ремонтные работы и проезд был закрыт. Оживление дорожного движения, которое едва не замерло в разгар пандемии, и регулировщицу многие горожане воспринимают как признаки возвращения к нормальной жизни. Сама Карбуччи описывает свою работу в музыкальных терминах. По ее словам, жесты регулировщика напоминают не столько балет, сколько указания дирижера оркестрантам. Пассы руками должны быть красноречивы, чтобы водители без труда понимали адресованные им сигналы. Прохожие и проезжие рады, что еще одна римская традиция остается с ними, ведь регулировщик на площади Венеции – это почти такой же символ города, как Колизей. Исполком Союза Европейских футбольных ассоциаций рассмотрит сегодня вопрос о допуске зрителей на стадионы во время матчей УЕФА. Вероятно, будет принято решение об отмене 30% лимита, чтобы больше людей могло посмотреть вживую игры Евро-2020. Напомню, турнир был перенесен на нынешний год из-за пандемии COVID-19, но меры предосторожности будут действовать, продолжит тему Сергей Берец. Союз Европейских футбольных ассоциаций пересмотрит ограничения на посещаемость стадионов во время турниров УЕФА. Вопрос об отмене 30% лимита значится в повестке дня заседания исполнительного комитета в среду. Официальные решения будут приняты 19 апреля. Цель УЕФА – привлечь больше людей на стадионы во время игр чемпионата Европы, который пришлось перенести с прошлого года на нынешний из-за пандемии COVID-19, при условии, что все меры предосторожности будут соблюдаться. Власти в России и Англии дали понять, что будут готовы допустить дополнительное количество людей на спортивные арены в Петербурге и Лондоне. Все площадки, где запланированы встречи, должны до 7 апреля сообщить УЕФА, сколько мест будет выделено для зрителей. По предварительному прогнозу, заполняемость стадионов в странах Западной Европы будет составлять от 25 до 50%. Групповой этап чемпионата стартует 11 июня и пройдет в 12 городах по всему континенту. Финал состоится 11 июля на Уэмбли в Лондоне. Сатанинские кроссовки стали поводом для иска. Nike подал в суд на компанию, которая вместе с рэпером Lil Nas X, автором хита Old Town Road, сделала обувь с человеческой кровью. Что возмутило, расскажем далее. Nike подала в суд на Mischief, производителя сатанинских кроссовок с человеческой кровью. Проект, вызвавший недовольство спортивного бренда, коллаборация с известным рэпером Lil Nas X. В подошве черно-красных Nike Air Max 97 на самом деле находятся чернила с каплей крови. Ее пожертвовали 6 сотрудников компании, работавших над обувью. В качестве украшения прилагается пентаграмма. Тираж всего 666 пар, стоила каждая $1018. Это отсылка к Евангелию от Луки. И, как утверждают некоторые издания, вся коллекция разлетелась меньше, чем за минуту. В сети сразу же поднялась волна недовольства. Многие обвинили рэпера и компанию в оскорблении чувств верующих и призвали бойкотировать Nike, хотя бренд не имел отношения к проекту. Так что спортивный гигант обратился в суд. Возвращаемся в наш регион. В республике завершен конкурс подготовки к безопасному пропуску паводковых вод. В этом году работы по зачернению и распиловке льда проведут в 8 районах республики. Также отмечается, что для зачернения льда и скорейшего оттаивания будет отсыпано более 400 гектаров ледяного покрова. Помимо этого, на порядка 40 километрах будет проводиться распиловка. На эти цели выделено из федерального бюджета более 26 миллионов рублей. По предварительным данным гидрометеослужбы, вскрытие рек на территории республики произойдет близко к срокам многолетних данных. На сегодняшний день превышение толщины льда, а также запасов снега наблюдается в центральной части реки Лены, а также на реке Амге и в Колымской группе районов. Нашим филиалом Лены регион Воткос все конкурсные процедуры проведены, подрядчики определены, значит, работа уже начата. В Ленском и Люкминском уже фактически, значит, работа начата. В других улусах, значит, это Хангаласский, Намский, на территории города Якутска, Кобяйский,
а уже, значит, предварительные работы начаты по трассировке трассы, проведение работ данных. Значит, Среднеколымской, Верхнеколымской немножко пока рано, значит, подготовительные работы ведутся. В Нерюнгринском районе выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. В отношении нарушителя закона составлен административный протокол. Более подробное происшествие расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров в рубрике ЧП. Это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Здравствуйте. В Якутске за попытку дачи взятки участковому задержан иностранный гражданин. Так, в ходе операции «Нелегальный мигрант» в баре «Умед» по улице Чернышевского участковым уполномоченным отдела полиции номер 1 города Якутска был выявлен иностранный гражданин, который не имел при себе документов. Во время следования в отдел полиции для выяснения его личности он стал предлагать участковому различные суммы вознаграждения. Сотрудник полиции предупредил, что дача взятки должностному лицу является уголовным преступлением. Несмотря на предупреждение, мужчина положил на панель автомобиля 20 тысяч рублей. Далее выяснилось, что 23-летний уроженец Таджикистана находится на территории Российской Федерации нелегально и подлежит выдворению. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Жительница Алданского района перечислила мошенникам более полумиллиона рублей, испугавшись порчи. Ей сказали, что ее семье грозит беда, избежать которой можно, заплатив нечистым душам 444 тысячи рублей или 666 тысяч рублей. Так женщина нашла в Инстаграме объявление об услугах ясновидящей и связалась с ней по WhatsApp. Ясновидящая попросила отправить фотографию и перечислить 1000 рублей. По фото она якобы увидела порчу на женщине и попросила перевести 15 тысяч рублей для покупки 3 свечей для проведения обряда очищения. На следующий день ясновидящая сообщила, что свечи горят неохотно, потому что за них произведен неполный расчет. Далее к снятию порчи подключилась некая матушка Евдокия, которая разглядела в потустороннем мире большую угрозу семье заявительницы. По словам мошенницы, беды можно избежать, заплатив в качестве жертвоприношения нечистым душам 444 тысячи рублей и 666 тысяч рублей. Напуганная женщина стала просить в долг у знакомых и брать кредиты в банках. Удалось набрать лишь 360 тысяч рублей, которые она отправила на счет ясновидящей. Тогда потерпевшая собрала еще денег и перевела им в общей сложности 572 тысячи рублей, после чего поняла, что общается с мошенниками. В Якутске полицейскими установлен подозреваемый в кражах портативных гаражей. Так, в дежурную часть отдела полиции номер 4 города Якутска обратился местный житель. Он пояснил, что с его автомашины, припаркованной возле дома на улице Лермонтова, похищен портативный гараж. Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек. Похищенный он сбыл. Также во время разбирательств выяснилось, что мужчина причастен к еще одному эпизоду кражи портативного гаража во дворе дома на улице Богдана Чижика. Сейчас в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи кражи, санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба МВД России Якутская. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Устроившему стрельбу в Подмосковье проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Она помогает определить психологические особенности человека и мотивы его действий, совершенных при преступлении. Напомним, во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки городского округа Мытыщи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения. В результате 61-летний владелец дома Владимир Барданов, не пустив сотрудников внутрь помещения, начал стрелять в их сторону, а также бросил гранату. Позже сильно обгоревшее тело Барданова было обнаружено после пожара при разборе завалов в районе чердака его дома, где находился очаг возгорания. По предварительным данным, мужчина погиб от опасных факторов пожара, уточнили источники. Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 65 квадратных метров.
Двое погибли вследствие опрокидывания судна на верфи в Ленобласти. Так, в ходе проведения поисковых работ в затопленных тюрьмах судна завода Пелла водолаза обнаружили тела 2 человек, числившихся пропавшими. Об этом в пресс-службе МЧС по Ленинградской области сообщили во вторник. В ведомстве добавили, что в данный момент на месте происшествия проводятся мероприятия по стабилизации судна для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов вокруг судна. Установлены боновые заграждения. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Во вторник на верфи Пелла опрокинулось строящееся судно, когда рабочие находились внутри. 6 удалось эвакуироваться самостоятельно, но еще двоих госпитализировали. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Продолжаем выпуск. В историко-производственном музее Дома культуры «Алмаз» экскурсию по палеонтологии могут провести как для взрослых, так и для детей. О чем расскажет экскурсовод и сколько за часовую прогулку по музею отдадут мирнинцы, узнаем в материале далее. В историко-производственном музее можно экспонаты не только потрогать, посмотреть, но еще и попробовать. Ребят, попробуем на вкус галит? Соленый? Да, он действительно соленый. Этот галит был добыт на Удачнинском месторождении. Кстати, вот такую соль можно даже использовать в пищу. Вкусно. Второклассники политехнического лицея в музее гости частые, но каждый раз узнают для себя что-то новое. В этот раз школьников привлекла палеонтология. Под пристальное внимание попался гипс. Все думают, что гипс в порошочке. Нет, гипс на самом деле в кристаллах. Видите? И кристаллы прозрачные, чистенькие, красивые. А на самом деле где применяют гипс? Да, когда перелом. Кристаллы, минералы, соли, драгоценные камни и россыпи. Как они возникли, в какой среде и насколько они драгоценны. Все это школьники узнали на экскурсии. Спустившись на этаж ниже, маленьких гостей ждали кости, бивни мамонта и окаменевшие ракушки. Вот так надо показывать, вот так, чтобы все видели, как они были раньше. А расскажи, что это такое? Это колодчая ящерица. Нурислам Мырзакабылов про ящериц знает немного, чего не скажешь о динозаврах и мамонтах. Читает книги, смотрит научные передачи. Во время съемок захотел поделиться знанием и со зрителем. Я знаю, что он бегал от человека. Почему? Раньше. Потому что они кидали вот такими острыми полосами. Из-за этого они хотят отомстить. И все-таки не получилось, и они сдохли. Нурис признался, вырастет и станет палеонтологом, несмотря на то, что само слово «палеонтология» пока выговаривает с трудом. На такую экскурсию могут прийти все, кому интересны раскопки и археологические ценности. После того, как музей кимберлитов слился с историко-производственным, часть экспонатов перевезли во Дворец культуры «Алмаз». Их, к слову, собирали практически всей алмазной столицей. У нас очень много желающих было геологов, которые приносили из полей. Поисковые группы были, они тащили на себе вот это все. Побывать на экскурсии палеонтологии взрослые мирнинцы смогут за 180 рублей. Детский билет обойдется в 90. Увидеть экспонаты можно до середины апреля. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Тем временем коллектив Мирнинского театра готовится представить горожанам премьеру. Сейчас на прямой связи со студией находится наш корреспондент в Мирном Марферина Алексеева. Марферина, приветствую. Ждем от тебя подробностей предстоящей премьеры. Сергей, приветствую. Да, мы сейчас находимся в Мирнинском театре. Мы напросились на генеральную репетицию. Так что сейчас мы вам покажем, как проходит репетиция Мирнинской труппы. Проходим. Сейчас идет подготовка к премьере спектакля «Разбойники» Фридриха Шиллера. Это вообще первая премьера после такого пандемийного времени. Хотим вам показать немножко с того, как вот идет процесс подготовки. Главным режиссером выступает Александр Свешников. Это первая пьеса Шиллера, как я знаю, разбойников любят ставить в театрах. Эта пьеса в европейской литературе относится к разбойничьей романтике. Пьеса состоится 9 апреля в 7 часов вечера. Ну, если так немножко про сюжет, вот
Мне кажется, это больше подойдет к молодежи. Посещать этот спектакль могут люди старше 16 лет. Билет стоит 1000 рублей. И сейчас мы подойдем к главному режиссеру Мирнинского театра и режиссеру постановки этого спектакля и узнаем, о чем же спектакль. Здравствуйте, Александр. Можно вас на минутку? Здравствуйте, да. Расскажите, пожалуйста, о чем этот спектакль, кому он больше подойдет, какому зрителю? Ну, как любая классическая пьеса, здесь много тем, много смыслов. Ну, наверное, одна из близких для нас – это история обиды. Да, очень часто в семьях возникают между братьями, между отцом и сыном, возникают обиды, которые ну, в масштабах как бы небольшой семьи, они и как бы и затухают или превращаются в какие-то небольшие проблемы. А когда это идет на уровне государства, на уровне большого какого-то объема, то это может закончиться трагедией. Вот. Это одна из тем, ну, которые поднимаются. Пьеса великого Шиллера «Разбойники» — это первая пьеса, написанная им. Это такая драма, трагедия, да? И классика, Да. По сюжету ближе к трагедии, но автором обозначена как драма, и мы, собственно, тоже стараемся этого жанра придерживаться. Ну, вот видите, живая музыка, учимся играть, учимся работать со звуком, с длиннющими монологами. Вот. Приходите, я думаю, что будет интересно. А как долго длится пьеса? Первый акт в спектакле в 2 актах. Первый акт где-то будет 1:10, второй где-то 50 минут, час. Мы еще до конца не скомпоновали, поэтому точно пока не скажу. Вот. Да, ну, спасибо большое за комментарий. Пожалуйста, конечно. Ну, а я напоминаю, что пьеса состоится 9 апреля, премьера пьесы в 7 часов, и билет стоит 1000 рублей. Ну, а уже завтра в эфире в это же время мы вам хотим показать, тоже так сделать эфир, выход с театра и цех-мастерскую, где все мастера вот, создают для спектаклей декорации, показать процесс и о том, что без такого заднего фона, без мастеров, которые работают за кадром, тоже никак не создашь настроение для зрителей. Сергей? Марферина, спасибо. Будем ждать от тебя дополнительных подробностей новой постановки Мирнинского театра. Большую часть времени мы проводим в офисе. Предлагаем посмотреть полезные лайфхаки, как организовать свое рабочее пространство и улучшить микроклимат в коллективе, даже во время кофе-брейка. Далее о спорте. Мастер спорта по баскетболу, бронзовый призер чемпионата мира и 3-кратный чемпион России по стритболу якутянин Михаил Гюнтер заключен в зал славы межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Михаил вырос в Якутске, играл в баскетбольной команде «Саха». Именно этот период можно считать мощным стартом в карьере Гюнтера. По окончании 33-й школы Михаил уехал покорять баскетбольный Олимп. Сегодня он известная фигура российского спорта, один из
уважаемых стритболлеров современности. В Москве в жизни межрегиональной лиги Гюнтер принимает участие уже несколько лет. В 2015 году на суперфинале в Севастополе он даже получил звание самого ценного игрока. Сейчас воспитанник якутской баскетбольной школы проводит турнир Гюнтер Кап 3х3, авторские баскетбольные кемпы и не забывает о своей малой родине Якутии и своем первом тренере. Конечно, это неожиданно и удивительно. И очень приятно, что общественность и организаторы межрегиональной лиги удостоили меня такого звания, вернее, почетного звания, и включили в зал славы. Мы буквально года 2 назад проводили праздник. Мой первый тренер «Низкий поклон» вместе с Михаилом Гусевым и нашими друзьями-баскетболистами из Якутска сделали такой праздник для нашего тренера Эйзнера Константина Юрьевича, который привел нашу команду сборную Якутии к чемпионству на вторых играх «Дети Азии». Сборная России по футболу в гостях уступила команде Словакии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Детали знает Власий Сергеев. Власий, приветствую. С каким счетом завершилась игра и каково турнирное положение россиян? Сергей, здравствуй. Встреча завершилась со счетом 1-2 в пользу словаков. Отметим, что это поражение стало для россиян первым на этом турнире. Они 6 очками идут на второй строке своей группы. Лидируют хорваты, у которых такое же количество очков. Далее идут словаки и словенцы. Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Футболисты сборной России проиграли команде Словакии в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Трнаве и завершилась со счетом 1-2. В составе хозяев поля результативными ударами отметились Милан Шкриньяр и Роберт Мак. Единственный гол россиян забил Марио Фернандес. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе H, набрав 6 очков. Словаки идут следом на третьей строке, имея в активе 5 пунктов. В следующем матче российские футболисты встретятся с хорватами, которые возглавляют квартет. Игра пройдет 1 сентября. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 86-74 обыграли петербургский «Зенит» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги и досрочно гарантировали себе участие в плей-офф турнира. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Билли Берон. На его счету 24 очка. У армейцев больше всех набрал центровой Йоханнес Флойкман, у которого 21 балл. В данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. В следующем матче регулярки российские баскетболисты дома примут своих соотечественников из подмосковных «Химок». Игра пройдет 2 апреля. Россиянин Данил Медведев выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо в матче 4-го круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6-4, 6-3. В четвертьфинале соревнований россиянин, посеянный под первым номером, сыграет с испанцем Роберто Баутиста Агутой, у которого 7-й номер посева. Матч пройдет завтра. Напомним, Медведев является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров ATP. Его лучшим показателем на стартах серии «Большого шлема» является выход в финал. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» в гостях со счетом 24-24 сыграл в ничью с французским «Нимом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, второго по значимости континентального клубного турнира. Самым результативным игроком матча стал левый полусредний россиян Сергей Косоротов, забросивший 7 мячей. Чеховские медведи по сумме 2 матчей прошли в следующий раунд турнира. Напомним, в первой игре они обыграли «Ним» со счетом 30-25. В четвертьфинале российская команда встретится с немецким клубом «Райн-Неккар Лёвен». Первый матч серии до 2 побед состоится 13 апреля. Заброшенная шайба и результативная передача Ивана Проворова помогли Филадельфии выиграть у Баффало в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме со счетом 4-3. В составе победителей помимо россиянина взятие ворот провели Кевин Хейс, Клод Жиру и Гон Кутюрье. У хозяев отличились Анри Йокихарью, Коди Икин и Брэндон Монтер. Теперь в активе Проворова 5 голов и 12 ассистов в текущем сезоне. Его Филадельфия занимает 5-е место в таблице Восточного дивизиона, набрав 38 пунктов. Баффало располагается на 8-й позиции, имея на счету 17 баллов. Следующий матч команды проведут завтра на арене Баффало.
Перейдем к событиям нашего региона. Сардана Трофимова в эту субботу выступит на чемпионате России по марафону. Старт лучших атлетов страны пройдет в Сочи. Маршрут забега будет пролегать через трассу местного автодрома. Напомним, Трофимова является 4-кратной чемпионкой России. В последний раз якутянка побеждала на главном старте марафонцев в прошлом году, также в Сочи. Тогда она финишировала, выполнив олимпийский норматив. Забег нынешнего чемпионата начнется в 13:50 по якутскому времени в субботу. Якутянин Сергей Ладыжинский стал победителем первенства России по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Учащийся школы номер 17 города Якутска первенствовал в троеборье среди спортсменов не старше 18 лет весовой категории до 59 килограммов. В сумме 3 упражнений якутянин набрал 480 килограммов. Отметим, что благодаря победе на этом турнире Ладыжинский завоевал путевку на первенство мира, которое пройдет в августе в Румынии. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, тебе слово. Власий, спасибо. С победами и поражениями на спортивном поприще нас ознакомил Власий Сергеев. Продолжаем выпуск совсем скоро. В Доме дружбы народов состоится гала-концерт «Кун Иркön», несущие тепло солнца. На сцене выступят студенты и творческие коллективы Якутского колледжа культуры и искусств. Также в рамках концерта пройдет вручение традиционной ежегодной премии «Кун Иркön». Сейчас с нами на прямой связи находится наш корреспондент Алексей Лукьяненко, и мы узнаем у него, как идет подготовка творческих коллективов к выступлению. Здравствуй, Сергей! Да, мы находимся сейчас, как вы видите, в танцевальном зале. Полным ходом идет подготовка. Практически ребята вот уже отрепетировали номер. Вот также хотелось бы отметить, что данные такие творческие мероприятия в колледже искусств и культуры, они проводятся еще с 1992 года. Вот это своего рода такой весенний смотр новых творческих ребят, новых талантов, потому что с каждым годом их становится все больше. Также хотелось бы отметить, что количество участников в этом году порядка 100 человек составляет. Также в этом году будет вручена премия лучшим по 13 направлениям. Также вот кое с кем вас хотим познакомить. Рядом со мной сейчас находится режиссер колледжа искусств и культуры Саргалана Степанова. Здравствуйте, Саргалана. Расскажите, как идет подготовка, как настроение? Готовы ли вы? Ну, во-первых, хочется отметить и сказать, что мы очень соскучились по сцене, целый год простоя, и поэтому и студенты, и педагоги, нам не хватает этого творчества, не хватало целый год этого творчества, поэтому мы вышли в этом году в феврале месяце, в середине всем колледжам, и начался вот этот вот процесс, сразу подготовка к отчетному колледжу, который будет включать в себя абсолютно новые номера, убить 2 зайцев в этом году, да, так как раньше мы готовились с сентября, а в этом году мы уже поздно начали процесс, поэтому дипломные работы хореографического творчества, этнохудожественного, социально-культурной деятельности, они выборочно оттуда мы взяли все эти вот номера и включили в отчетный концерт. Конечно, львиную долю нагрузку несет на себя 4-й курс. Да, и скажите, скажем, вот сейчас вот после данного концерта ребята в дальнейшем куда-то какие-то, может быть, планируются еще конкурсы, выступления? Обязательно, об этом мы мечтаем. Мы каждый год же ездим, все отделения участвуют в различных фестивалях. И в этом году тоже намечаются гастроли у нас. Вот сейчас вот этнохудожественное творчество собирается у нас в Чорапчинский улус. Их очень ждут. Вилюйскую зону улусов. Мечтаем, это стоит в планах, в процессе. Вот как пойдут обстоятельства вот на сегодняшний день, конечно, мы готовы всегда реализовывать свои планы и мечты. Спасибо, Саргалана. Ну а я напоминаю, что концерт «Кун Иркön» пройдет в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского 3 апреля в 18 часов. Так что обязательно приходите. И также хотелось бы отметить то, что тут один педагог сказал, то, что, наверное, действительно пришло время менять медицинские маски на театральные, хотя бы на некоторое время. Но на этом у меня все. Сергей, будем держать вас в курсе событий. Спасибо.
Леша, спасибо. Это был Алексей Лукьяненко с информацией о грядущих мероприятиях Якутского колледжа культуры и искусств. Сейчас предлагаем вспомнить, чем знаменит в истории последний день марта, 31 число. 31 марта – День бэкапа или Международный день резервного копирования. Бэкап – это создание копий важных данных, семейных фотографий, видео или документов на электронном носителе. Сегодня также День Эйфелевой башни. 31 марта 1889 года в Париже состоялось ее торжественное открытие. По народному календарю в этот день можно было еще опасаться весенних заморозков. 31 марта 1893 года в Америке изобрели новую застежку, названную «молнией». В 1943 году в этот день завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны. 31 марта 1966 года в СССР запустили первый искусственный спутник Луны. В этот день, в 1596 году, родился Рене Декарт, французский философ, математик, физик и физиолог. 31 марта 1685 года появился на свет Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, органист, музыкальный педагог. 31 марта 1882 года появился на свет Корней Чуковский, русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок. В 1938 году, 31 марта, родился Александр Збруев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 31 марта 1948 года родился Владимир Винокур, советский и российский артист эстрады, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. В 1954 году в этот день родилась Лайма Вайкуля, латвийская и российская эстрадная певица и актриса, народная артистка Латвии. 31 марта 1971 года появился на свет Павел Буре, советский и российский хоккеист, призер Олимпийских игр. В Якутии сегодня празднуют 70 лет со дня рождения Владимира Федорова, прозаика, переводчика и драматурга, члена Союза писателей СССР, Союза писателей России и Якутии. Именины в этот день празднуют Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья и Трофим. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане после снегопада сегодня заметно потеплело, плюс 1 градус. Переменная облачность, вечером похолодает до -4, а ночью до -6. Ветер с порывами до 7 метров в секунду. В Ленске облачно 0 градусов, однако к вечеру столбики термометра опустятся до -4. Ночью возможен снег, ветер с сильными порывами до 15 метров в секунду. В алмазной столице холоднее, -4, тоже облачно. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Вечером резко похолодает до -10, ночью до -15. В Нерюнгри пасмурно, днем +1 градус, ветер в порывах до 4 метров в секунду, вечером -4, ночью -6. И в столице региона, в Якутске, сейчас за окном -1, светит солнце, переменная облачность. Ночью столбики термометра опустятся до -9. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Давление 753 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас. Помните о безопасности, носите маски, дезинфицируйте руки, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.